Доброй ночи, дорогие зрители! Это первая серия нового проекта «Кузница», которая будет заключаться в том, что обучить желающих кузнечному делу и поговорить с ними о их профессии. Будут приглашаться интересные люди, и те ножи, которые мы выкуем, будут проданы на аукционе, и средства пойдут на благотворительность. Ну, в первой серии, к сожалению, под конец года все благотворители заняты, и сегодня я поговорю с Назаром Амосовым, который расскажет, как точить якутский нож. Здравствуйте, Назар. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите нам про заточку якутского ножа. В общем, для заточки нам понадобятся бруски разных размеров. Крупный для начала, да? А с какой стороны нам нужно заточить якутский нож? Якутский нож затачивается с правой стороны для правши и с левой стороны для левши. То есть со стороны, где имеется долб. Противоположная сторона, она идеально прямая. Идеально прямая сторона. Точим крупным бруском точильным до того момента, пока не появится тонкая белая линия на противоположной стороне. На противоположной стороне. Вот возле рукояти она появилась немного. На всем протяжении клинка у нас появился колан. Тонкая блестящая линия с противоположной стороны. Со стороны противоположной заточки. Тонкая блестящая линия. Вот она чувствуется даже руками, да? Как только она начинает появляться, мы меняем брусок на среднего размера. Меняем брусок на среднего размера. И хорошенько выводим колан. Таким образом. Якутский нож для правши затачивается справа, со стороны дола. Для левши слева, тоже со стороны дола. Нож левши — это зеркальное отражение. Вот у нас появился хороший колан. И теперь очередь за бруском финишным. Вместо него мой народ использует хатат, то есть это металл. Ну, вместо хатат у нас неудачный клинок. Вот таким образом подводит, правку проводит. Он должен быть гладкий металл. Вот так правим колан. Он появился теперь с этой стороны. У хорошо закаленного якутского ножа колан не крошится. Он мягкий. То есть ложится, потом встает. Колан — это самая острая часть якутского ножа. Но вместо такого, если у вас нету гладкого правила, можно использовать финишный брусок. Совсем гладкий, мелким зерном. Прямо плашмя кладем на прямую сторону, на левую сторону. Левая сторона у якутского ножа, она прямая. Кладем и с небольшим нажимом к колану правим его. Вот. Нужно очень осторожно, чтобы не образовать
с левой, с прямой стороны угол. По-якутски телях. То есть, если точить крупным бруском, то есть править крупным бруском, якобы точить, да? Как точить? То получится здесь угол в сторону. Режущий кромки. Тогда у нас выходит не якутский нож, а славянский, европейский, назовите как хотите. То есть с углами с обеих сторон. Это неверно. Якутский нож, он с левой стороны прямой, ну или с небольшой линзой, если это тонкий клинок. Но у нас клинок здесь толстый, это полсантиметра толщиной, поэтому здесь сторона прямая. Если он будет 2 мм, 3 мм, то придется немного образовать линзу, чтобы не совсем тонкий получился. На срезе это примерно выглядит как 2 мм толщина в самой тонкой стороне дола. То есть на всей поверхности примерно будет 2 мм, чтобы затачивать легче. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что правим колан гладким правилом стальным. Но он не такой выглядит, а как брусок или как гвоздь, но гладкий весь полностью, из очень закаленного металла, которым правят колан. Или бывает квадратная форма тоже. Но у нас нету, поэтому мы будем современный вариант использовать. Это финишный брусок, совсем гладкий, без зерен, практически не видно зерен. И им правим колан. С прямой стороны не должен образовываться угол от заточки. Это испортит якутский нож, превратится в европейский или славянский с двухсторонней заточкой. У якутского ножа должна быть односторонняя заточка. То есть для правши это справа, для левши это слева. Со стороны дола. Противоположная дола сторона должна быть прямой, идеально. Смотрим на свет. Тут белого ничего нету, не блестит. Вот здесь немножко блестит. Это колан лег. Лег в сторону дола. И мы правим гладким правилом. Колан встает прямо. Ну, в эту сторону немножко пошел. Теперь с этой стороны правим. Правим, не точим, не стачиваем колан, а правим. Вот он встал, и белая линия, белая полоска исчезла. Колан это самая острая часть. Она с долей миллиметра. Может 0,01. Вот, у острия немножко туповат, пока колан не стал. У острия почему он туповат нож? Потому что здесь он немного похож на славянский. То есть, как колунчик будет у острия. Оно и понятно, потому что к острию клинок сужается. И здесь нет дола. Поэтому он у острия похож на славянский клинок. То есть с двух сторон одинаковый. А в области дола якутский нож, он, грубо скажем, половина славянского. Некоторые говорят, что якутский нож он мягкий и ломается, мнется. Что можно им сделать, этим заточенным ножом? Берем полено и от полена откалываем небольшой кусок при помощи якутского ножа. Ничего себе. От полена кусочек якутским ножом. Теперь делаем КСП. У нас при этом режущая кромка не сломалась, клинок не болтается, рукоять не треснула. КСП. Традиционная растопка народов севера. Такие стружки получаются благодаря правильной заточке. Правильная заточка должна быть с правой стороны, как я уже показывал. Клинок, нож ходит агрессивно, клинок ходит в материал благодаря правильной геометрии якутского ножа.
То есть левая сторона, она идеально прямая. Без никаких углов у режущей кромки. Если будет угол у режущей кромки, это будет как лыжа, скользить по материалу вот таким образом. Как лыжа, если получится угол. Поэтому мы не затачиваем с этой стороны, только правим, проделаем гладким. А когда прямой, то он заходит как нож рубанка. Агрессивно. Проще говоря, вот, якутский нож это половина. Режущая кромка якутского ножа это половина режущей кромки славянского ножа. Вот так выглядит. Как клин. А у славянского ножа вот так. Понятно? Славянский нож затачивается с двух сторон. И он как колун. А якутский нож только с одной стороны. С правой для правши. А левая у него прямая. Вот так, как клин. И благодаря такой форме правильный заточенный якутский нож врезает, агрессивно врезается в любой материал. Пожалуйста, КСП. Вырезанная из полена мерзлого. Спасибо, Назар. Спасибо за приглашение. Дорогие зрители, разрешите поздравить вас с началом проекта «Кузница» с Назаром. И в следующей серии мы пригласим обязательно сюда благотворителя, который изъявит желание научиться кузнечному делу, и выкованный им нож будет продан на аукционе, и средства, вырученные с этого ножа благотворителя, пойдут нуждающимся людям. Также вы узнаете секреты мастерства. Спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал.